Именно так принято встречать гостей на чувашской земле. Россия – многонациональная страна. У каждого региона свои обычаи и традиции. На этот раз край 100 тысяч песен приветствовал женщин-руководителей крупных предприятий. Это прежде всего обмен опытом и приятными эмоциями. Национальная кухня – это тоже важная часть народной культуры. Поэтому местом встречи стало кафе национальной кухни «Телей», что значит по-чувашски «счастье». С детства меня бабушка учила национальным традициям в те времена, когда еще даже я в школу не ходила. И у меня гостеприимство гостей – это еще до школьного возраста. Она очень нравилась, как они, бабушка, дедушки, встречали гостей. На это я смотрела, наблюдала и делала для себя какие-то выводы. Поэтому у меня гостеприимство – это в крови. Если говорить о чувашской кухне, то это прежде всего национальный суп кагай-шурби, много других блюд из субпродуктов, а также вареники с творогом и зеленым луком – хуран-кукли, что значит пирожки из котла. Готовить национальные блюда – это настоящее искусство, говорит председатель Ассоциации кулинаров Чувашской Республики Николай Уездный. Ко всему нужно подходить творчески. И как принято по-чувашски желать приятного аппетита, абачи тутла пулдер. Когда у нас была пандемия, у хуран-кукли мы общались с Якутской республики, обучали мы хуран-кукли приготавливать. Азербайджан, также город Ташкент, Узбекистан, Израиль. У нас Израиль, тоже вы пойдете в ресторан. Ну, там, конечно, начинка не наш, они попросили начинка, чтобы с красной рыбой. У нас, говорят, израильтяне любят красную рыбу. Можно зеленый лук и красную рыбу. Ну, конечно, ну, что бы говорю, у нас было национальное блюдо чувашское. Мы договорились, и наше, если будете в Израиле, в Тель-Авиве, покушайте наши блюда. Мы уже сами практикуем с красной рыбой тоже. Каждый из гостей узнал о Чувашии много нового. Так что в краю 100 тысяч песен всегда интересно. Во-первых, очень много я узнала о Чувашии, потому что сейчас мы ехали с экскурсоводом, она очень много рассказала про Чувашию, показала хорошо Чебоксары, показала старые Чебоксары, показала, с чего они начинались, показала Волгу, показала овраги, которые вы сегодня засыпаете, по новым технологиям строите новые дома, микрорайоны, промышленный микрорайон показала. На самом деле Чувашия мне нравится, потому что люди здесь очень и очень гостеприимны, люди, знающие чувашский язык, хотя их менее 50% на сегодня чувашей живет в Чувашской республике, они пропагандируют именно свой образ жизни, носят национальные костюмы, есть кафе, есть рестораны, и у нас есть одна участница нашей общественной организации, которая является победителем нашего конкурса, которая пропагандирует именно чувашскую песню, чувашский язык и чувашскую кухню. Такие встречи всегда заряжают энергией, помогают найти новых друзей и обменяться опытом. Все мы разные, и все мы вместе. Эмоции переполняют. Во-первых, это люди, гостеприимство ваше, красивый очень край, добрый, богатый, щедрый. И самое главное, что у вас работает много заводов, фабрик. Мне просто очень приятно. Спасибо, что живут наши заводы, люди работают, и есть рабочие места. Традиции – это и народный язык, и народная культура, песни, сказания и предания. А еще семейное тепло и почтение к старшим. Это очень важно, потому что если нация не сохраняет свою культуру, куда входит язык, песни, одежда, традиции, нация, она перестает существовать как нация. Она как бы рассасывается в других, она теряет свою идентичность. Гостеприимный край 100 тысяч вышивок и песен приглашает. Россия многонациональная и многоликая. Ну а волжскими просторами можно любоваться бесконечно. И, разумеется, нужно идти вперед, учитывая опыт и традиции прошлого и с верой в будущее. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.